В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. У школьников разгар единого госэкзамена, а вузы и средние специальные учебные заведения готовятся к приемной кампании нового учебного года. Куда пойти учиться тем, кто мечтает выбрать творческую профессию, не выезжая за пределы Якутии? Сегодня гость нашей студии – заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Арктического государственного института культуры и искусства Татьяна Филиппова. Татьяна Олеговна, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что в первую очередь многих интересует вопрос насчет бюджетных мест. В этом году в институте как с ними обстоят дела? У нас количество мест в этом году по сравнению с прошлым годом значительно увеличилось. В этом году у нас 183 бюджетных места. Также правительство республики в рамках программы развития и сохранения культурного наследия народов Арктики выделяет целевые места на 47 мест. В качестве поддержки заказчиком выступает Министерство культуры республики. Вот. Но вы уже упомянули про целевые места. Может быть, немного поясним, что это такое в целом и как они отличаются от бюджетных мест. И правильно я поняла, что 47 целевых мест на следующий учебный год выделено? Да. Ну, что такое целевые места, да? Я потом расскажу. Сейчас я расскажу вообще о популярности целевых мест, да, и о плюсах. Например, стабильно вообще наш вуз является основным поставщиком кадров для культурной отрасли региона. Как я рассказывала ранее, у нас будут целевые места по госзаказу республики, и также у нас будут выделяться целевые места из бюджета Российской Федерации. В этом году у нас 22 места по целевой квоте, по таким направлениям, как прикладная информатика, музеология, библиотечно-информационная деятельность, и также по специальностям актерское искусство, живопись и графика. Большим спросом пользуются все наши направления и подготовки специальности нашего вуза. И уточню, что АГИКИ — это лидирующий творческий вуз на севере-востоке страны. И большая часть работников культуры и искусства — это все наши выпускники. Да? И достаточно привести пример. Это якутский кинобум, как называемый прорыв якутского кинематографа. И сразу всем становится ясно, да, это почти все наши выпускники и актеры. И актерское искусство, оно остается самым популярным почти, да, и почти самым популярным остаются это дизайн, народная художественная культура, социально-культурная деятельность и прикладная информатика. А куда все-таки абитуриентам нужно обратиться, чтобы получить целевое место? Абитуриент должен заключить договор с работодателем. Это могут быть муниципальные образования, учреждения культуры и искусства, так муниципального и республиканского уровня. На основании постановления 1681 правительства Российской Федерации о целевом обучении заключается типовой договор. Чтобы участвовать в конкурсе на целевую квоту, абитуриент уже должен подходить с заключенным договором. Да? В чем смысл целевой квоты? Она выделяется из бюджетных мест Российской Федерации. Туда могут поступить даже с не очень высокими баллами ЕГЭ. И хочу отметить, что мы как творческий вуз и ценим в ребенке именно талант. Да? И самый главный плюс целевого договора — это то, что студент-целевик уже в будущем знает, куда пойдет работать. Да? И также есть такие плюсы, как материальная поддержка со стороны работодателя. Также могут они оплачивать проезд, проживание в общежитии, да, и какие-то еще выплаты. Но это, конечно же, в договоре это все должно быть обговорено между абитуриентом и работодателем. Вот. А какие еще выделяются в вузе квоты и каким категориям граждан? Хорошо, очень хороший вопрос. У нас, как и во всех вузах страны,
выделяется целевая квота и особая квота. Что такое особая квота? Да? Туда могут претендовать абитуриенты, которые являются инвалидами первой-второй группы, детьми-инвалидами, детьми-сиротами или оставшимися без попечения родителей. Да? И также с этого года по указу нашего президента Владимира Владимировича Путина номер 268 будет выделяться в вузах специальная квота. Что такое специальная квота? Да? Она дается именно для детей военнослужащих, которые участвовали или участвующих в специальной операции на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Вот. А откроются ли у вас в институте новые направления подготовки? Если да, то какие? Ага. Как вы все знаете, у нас время цифровое, и наш институт всегда идет в ногу со временем. Мы уже несколько лет реализуем относительно новые направления подготовки. Это цифровые технологии в музейной деятельности, цифровые технологии библиотечной информационной деятельности, или я уже говорила. И самое популярное направление – это прикладная информатика. Вот последнее время. Она очень популярна среди молодежи, очень востребована. И как раз-таки цифровые технологии еще реализуются еще в искусстве. У нас по направлению дизайн реализует этот цифровой дизайн, да, профиль. А новые направления у нас в этом году откроется пространственный дизайн. И также по декоративно-прикладному искусству у нас откроется новый профиль ювелирный дизайн. А на какие все-таки специальности ожидается самый большой конкурс? Традиционно у нас конкурс по актерскому искусству, но это может быть обусловлено тем, что мы раз в 2 года принимаем абитуриентов, да, актеров. И самыми, конечно, актуальными и популярными остаются дизайн, народно-художественная культура. По народно-художественной культуре у нас 2 профиля. Это руководство хореографическим любительским коллективом и руководство этнокультурным центром. И также по классической специальности по живописи и графике у нас в последние годы очень большой спрос. Дети приходят с достаточно высокими баллами, очень интеллектуальные дети, с большой мотивацией учиться. Да. Также по музыкальным направлениям мы реализуем такие направления, как вокальное искусство, музыкальное, инструментальное искусство, музыкознание, да. И вот все наши музыканты, вокалисты, они уже работают, будут работать в театре оперы, балета, Государственной филармонии и также в театре эстрады. Вот раз мы затронули тему работы, давайте немного о ней поговорим, чтобы у выпускников было представление, куда они могут пойти на работу после окончания института. Отслеживаете ли вы как-то своих выпускников? Конечно, у нас по трудоустройству стабильно около 75% трудоустраивается именно в госучреждениях. Но остальная часть, они идут именно по своей собственной жизненной траектории. Они открывают бизнес, развивают свой собственный бренд одежды, украшений, открывают мастерские, студии, да, и так далее. Ну, а остальная часть, она продолжает свое обучение. Например, поступает в магистратуру, ну и дальше в аспирантуру. Вот. Зачастую в творческих институтах бывают дополнительные творческие испытания. Расскажите, есть ли такие у вас в институте и как они проходят? Да, у нас проходят они очень насыщенно. В этом году у нас все творческие испытания будут проходить очно с 11 июля. Расписание вступительных испытаний уже висит на нашем сайте в разделе «Абитуриенту». Дети могут с ними ознакомиться. Ну, например, да, по дизайну у нас 3 творческих испытания. Это рисунок, живопись и композиция. 3 экзамена, в которых они могут получить максимально 300 баллов, по 100 баллов каждому испытанию.
Вот. И плюс, конечно же, ЕГЭ, это русский язык и литература. То есть преимуществом пользуются выпускники художественных школ, и, соответственно, абитуриенту нужно иметь какое-то свое личное портфолио. Да, конечно, портфолио смотрят, и, как я говорила ранее, мы смотрим именно на талант ребенка. Давайте про приемную кампанию поговорим немножко конкретно. Когда она начинается и как абитуриент может, какими способами подать может документы? Но работа приемной кампании начинается с 20 июня. Мы принимаем документы 4 способами. Это суперсервис, через суперсервис поступления в ВУЗ онлайн, это госуслуги. Напомню, что чтобы выпускники этого года, ну вообще все, которые вот поступают, да, должны иметь учетную запись на госуслугах, чтобы подать документы, да. И также есть второй способ, это через наш сайт прием2022.agiki.ru. Третий способ – это Почта России. И четвертый, конечно же, очно. Вот. На творческие специальности и для тех абитуриентов, которые поступают на базе диплома СПО, мы принимаем документы до 11 июля. И с 11 июля начинаются творческие испытания. Вот. Татьяна Олеговна, спасибо большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Желаю вам много абитуриентов в этом году и хороших выпускников. Спасибо. Спасибо большое. Ну, я напомню, что сегодня мы разговаривали о приемной кампании нового учебного года с заместителем ответственного секретаря приемной комиссии Арктического государственного института культуры и искусства Татьяной Филипповой. Всего доброго.